Здравствуйте, мои юные патриоты! Сегодня мы с вами обсудим то, что как же надо общаться с девушкой на первом свидании. Что же ей надо такое говорить, ну, чтобы потом состоялось второе, третье и последующее свидание, и был юный безудержный секс, и потом женитьба, детишек побольше, и ну и так далее. Ну, впрочем, не будем забегать вперед. Все же начинается с первого свидания. Ну, сразу хочу сказать, что этот совет поможет только настоящим истинным патриотам, сыновьям и дочерям Путина, ну, в широком смысле этого слова, потому что мы нацелены на то, чтобы Россия была сильной, великой, независимой державой, и для этого нам надо поправлять демографическую ситуацию в стране. То есть, ну, предполагается, что все-таки вы с девушкой будете встречаться не просто так, чтобы на один разок туда-сюда тянул палку и сбежал, а вот так, чтобы потом завести затеи, ну, то есть на серьезные отношения. Раз так, то и разговоры у вас должны быть сугубо серьезные. Конечно, кто-то скажет: ой, ну это скучно, на первом свидании обсуждать планы развития России до 2020 года. Ну, конечно, если вы общаетесь с очень легкомысленной девушкой, естественно, она заскучает, зазевает, начнет почесываться, поправлять свои волосы или залезет в телефон, начнет статус менять ВКонтакте, типа встречаюсь с каким-то скучным мудаком, но это потому, что вам эта девушка и не нужна. Скорее всего, никакая она не патриотка, скорее она даже не православная, не крещеная. Какое-то, наверное, либеральное недоразумение. Потом еще не удивлюсь, если она посещает блог Навального и торгует своим телом. Вам такая не нужна. Вам нужна честная, порядочная девушка, патриотически настроенная, которая может затянуть пояс, которая готова к ухудшению экономического положения. Ну, то есть, грубо говоря, она готова жить с вами на одну зарплату, ну и радоваться тому, что Крым наш. А таких, поверьте, с каждым годом становится все меньше и меньше, ну, потому что тлетворное влияние Запада, плохие каналы на телевидении, вот этом кабельном, плюс этот интернет, который надо запретить, это шпионское изобретение ЦРУ. То, в общем, очень мало хороших, порядочных девушек, которыми можно на первом свидании рассказывать ей что-то хорошее, о том, допустим, о ранней жизни Владимира Владимировича Путина. Это, знаете, такой индикатор. Если она зевает, значит, она национал-предатель. Потому что, ну, порядочная девушка будет слушать, записывать, конспектировать, чтобы потом на втором свидании пересказать, во сколько лет Владимир Владимирович поступил в КГБ, в какой город в Восточной Германии его отправили, ну и так далее. А раз этого не происходит, значит, ну, перед вами какая-то либералка или еще хуже, аполитичная космополитка безродная. Вам с ней не по пути. В общем, держитесь меня, я вам помогу, и мы будем держаться вместе. Ну и, кстати, не забывайте подписываться на мой канал и ставить палец вверх.